Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Память Лилип Ганба. Репортаж из рубрики «Амшахтыс». Феномен рыночного хозяйства. Выездное заседание 11-й международной научно-практической конференции по экономике состоялось в Агу. В защиту братьев наших меньших в Гагре прошел митинг зоозащитников. День политической тишины. Именно так мы условно назвали 3 апреля в редакции «Время новостей». Именно поэтому мы приняли решение начать выпуск с новостей культуры. Гастроли театров Абхазии. В Цхинвале 5-6 апреля впервые пройдут Дни культуры Республики Абхазия, сообщает пресс-служба Минкультуры Южной Осетии. 5 апреля в 18:00 в Госдрамтеатре состоится торжественное открытие Дней культуры Республики Абхазия в Южной Осетии. Государственный молодежный театр Абхазии представит зрителям спектакль «Третий день войны» по мотивам рассказов народного писателя Абхазии Шалоди Аджинджал. 6 апреля состоится торжественная церемония закрытия Дней культуры Абхазии. Программа предусматривает концерт государственного заслуженного ансамбля «Песни и танцы Республики Абхазия» артистов абхазской эстрады Хиблы Мукба, Анзора Адлиба, Джимми Шумени, Автоканджаре, Артура Лакраба. Билеты на мероприятие поступят в продажу 30 марта в кассу театра. 12, 13 и 14 апреля Русский театр драмы имени Фазили Искандера в рамках юбилейного международного фестиваля «Встречи в России» покажет на сцене театра фестиваля «Балтийский дом» 3 спектакля в Санкт-Петербурге, сообщил на своей странице в Facebook гендиректор Русдрамы Ираклий Хиндба. За 25 лет встреч в России Русдрам стал единственным театром, удостоенным права сыграть сразу 3 спектакля на этом престижном фестивале, отметил Хиндба. Вообще, в 2023 году Русдрам планирует беспрецедентно масштабный гастрольно-фестивальный план. Ближайшие – это 6 спектаклей в Москве с 7 по 10 апреля в Центре на Страстном и театре «Etc». Министерство просвещения выпустило новый анбан для дошкольников. Старшим группам в детских садах и подготовительным классам в школах предоставят бесплатный учебник и рабочие тетради к нему, сообщает пресс-служба ведомства. Учебник и рабочие тетради можно будет купить в книжных магазинах, если родители захотят обучать детей самостоятельно. Минпрос в ближайшее время выпустит анбан для первоклассников, его уже верстают. Авторы книги Ада Кварчели, Земфира Цвижба и Ирина Кутелия. Образование и сотрудничество. Чимчирская школа-интернат станет летней базой отдыха для детей из Башкирии, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Абхазии. Об этом договорились министр Налгабли и его коллега из Башкортостана Айбулат Хажин, который прибыл в Абхазию в составе делегации из Башкортостана вместе с главой республики Радием Хабировым. На самом деле очень достойная школа. Вот посмотрели сейчас ваше подведомственное учреждение, школа-интернат имени Басария. Здесь мы рассматривали в первую очередь, конечно, как базу для отдыха наших детей. В принципе, я вижу вариант, что здесь 800 детей из Башкирии могут свободно отдохнуть в летний период, тем паче, что, пусть это не первая береговая линия, но главное, что до моря тут рукой подать, там меньше километра. Условия на самом деле очень достойные. Я думаю, при небольшом, конечно, вложение все равно необходимо, потому что базу всегда надо все-таки под начало летней оздоровительной кампании обновить. Я думаю, мы уже в рабочем порядке. Обсудим детали. Да, самое главное, чтобы у нас был какой-то правоустанавливающий документ совместный. Вот как соглашение, раз, соглашение, протокол намерений. Отсюда уже я уверен, что наших детей смело можно будет сюда отправлять. Прекрасно. Новости Агу. 3 апреля в Абхазском государственном университете состоялась встреча студентов филологического факультета с известным писателем, лауреатом премии имени Андрея Платонова «Умное сердце», номинантом Патриаршей литературной премии Сергеем Антоновичем Щербаковым. В своем выступлении Сергей Щербаков подчеркнул, что он, как русские писатели Гоголь, Достоевский, Толстой, ищет, находит и открывает читателю на собственном эмпирическом опыте смысл, причины и следствия происходящего вокруг нас, в нашей повседневной жизни. Писатель прочитал студентам ознакомительный фрагмент из повести
закольцевание, посвященный духовному поиску в жизни верующего. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ. Выездное заседание 11-й международной научно-практической конференции по экономике «Феномен рыночного хозяйства от истоков до наших дней» состоялось в Абхазском государственном университете. Трансформация экономических систем в контексте турбулентного развития. Форум посвящен памяти известного ученого, крупного организатора экономической науки в Средней Азии и на юге России, доктора экономических наук, профессора Александра Сидорова. Смотрите расширенный репортаж Алхаса Чхамалия. 1 апреля в Абхазском государственном университете состоялось выездное заседание 11-й международной научно-практической конференции по экономике «Феномен рыночного хозяйства от истоков до наших дней. Трансформация экономических систем в контексте турбулентного развития». Форум посвящен памяти известного ученого, крупного организатора экономической науки в Средней Азии и на юге России, доктора экономических наук, профессора Александра Федоровича Сидорова. Оргкомитет конференции возглавляет доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой теоретической экономики Кубанского государственного университета Виктор Сидоров. В форуме участвуют ученые-экономисты из Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Узбекистана, Казахстана и других стран. В конференции в АГУ приняли участие вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, проректор по научной работе Джульетта Адлиба, представители профессорско-преподавательского состава и студенты экономического факультета АГУ. Открывая встречу, собравшиеся минутой молчания почтили память ушедшей из жизни доцента кафедры финансов и кредита АГУ, экс-министра финансов Республики Абхазия Лилии Тугужевны Пканба. Далее участников мероприятия поприветствовал вице-премьер, министр финансов Владимир Делба. Темы конференции, они всегда носят не формальный характер, а, как правило, воплощаются идеи, мысли в жизнь. Очень много результатов по итогам конференции у нас наши коллеги, друзья издают статьи, научные труды, монографии. И это весьма положительно влияет на работу и конференции, и в целом нашей каждодневной деятельности. С приветственным словом от имени ректора АГУ, академика Олеко Гварами, выступила проректор по научной работе Джульетта Адлиба. Абхазский государственный университет принимает активное участие в этом мероприятии. Это действительно очень важно, прежде всего, для нас в это непростое время. От имени ректора нашего университета, да и от всего нашего коллектива сердечно с этим мероприятием действительно от души поздравляю, потому что это мероприятие имеет не только теоретическое значение, но и весьма прагматическое. И от всего нашего коллектива пожелать вам плодотворной работы и прекрасных результатов. Председатель оргкомитета конференции Виктор Сидоров выразил слова благодарности за высокую организацию данного форума. Кубанский государственный университет и Абхазский государственный университет связывают давние, можно сказать, уже традиционные связи, в рамках которых и проводится эта конференция. Одной из отличительных черт конференции нашей является то, что мы всегда завершающее заседание проводим в день закрытия конференции на территории Абхазского государственного университета. Еще не было ни одного случая, чтобы мы пренебрегли гостеприимством наших коллег из замечательной страны Апсы. Поэтому я хочу сказать искренние, совершенно искренние слова признательности за ту огромную физическую, прежде всего, объемную работу, которую проделали наши коллеги, готовясь к этой конференции. В ходе конференции были заслушаны доклады на актуальные темы устойчивого развития. Докладчиками от АГУ стали трое молодых преподавателей экономического факультета Линда Ампар, Инал Хамгоков и Кязым Хотаба, чьи работы вызвали большой интерес. Затем состоялась дискуссия. Благодаря инициативе замечательного декана факультета Азган Евы Ксантины в качестве докладчиков сегодня были представлены самые-самые молодые коллеги.
то, что мы сегодня обсудили, те выводы и предложения, даже рекомендации, которые мы смогли сформулировать, я думаю, что будут полезными не только для этой аудитории, в которой мы собрались, вот, аудитории студентов, преподавателей, некоторых представителей правительства. Я думаю, что они будут полезны как для развития совершенствования учебного процесса, так и для, в общем-то, хозяйственной жизни Абхазии. Данная конференция уже зарекомендовала себя как авторитетная международная площадка для интеграции научных исследований и знаний и установления продуктивных контактов. Наш университет, экономический факультет в частности, уделяет большое внимание международному сотрудничеству. И вообще международное сотрудничество является неотъемлемой частью деятельности нашего университета, экономического факультета в частности, и важным инструментом в повышении качества образования. В рамках договора Абхазского государственного университета с вузами Российской Федерации и других стран факультетом осуществляется сотрудничество с профильными вузами и факультетами по таким направлениям, как подготовка научно-педагогических кадров, реализация программ академической мобильности, приглашение ученых из ведущих вузов Российской Федерации для чтения открытых лекций и проведения научных семинаров, для проведения авторских курсов, лекций в магистратуре экономического факультета, на итоговую государственную аттестацию выпускников. В понедельник, 3 апреля, в Сухуми состоялась церемония прощания с Лили Бганба, скончавшейся на 86-м году жизни в минувшую пятницу в Сухуми. Участие в траурной церемонии принял президент Абхазии Аслан Джани. Лили Дугужевна Бганба являлась кавалером ордена Трудового Красного Знамени, ордена Ахдзябша второй степени, министром торговли Абхазской ССР, депутатом Верховного Совета Абхазской ССР, министром финансов Республики Абхазия с 1993 по 2005 годы. Репортаж памяти Лили Бганба смотрите в нашем эфире после выпуска новостей в рубрике «Амшахтыс». Информация правоохранителей. Задержан участник ДТП со смертельным исходом в селе Приморское. Им оказался гражданин Узбекистана. Его арестовали на месте происшествия. Сейчас устанавливаются детали аварии, сообщил начальник УВД Гудаутского района Зос Магицба. Он уточнил, что на момент аварии мужчина был трезв. Сообщение спасателей. Пожар в Сухумском районе. В селе Гумиста загорелся частный одноэтажный дом по улице братьев Изукбая. Сигнал о возгорании поступил в МЧС Республики Абхазия в 8 часов 13 минут. К приезду пожарных дом был полностью объят пламенем. В ликвидации пожара были задействованы 4 пожарных и 1 спасательное отделение ПСО города Сухума. Несмотря на усилия огнеборцев, дом фактически полностью выгорел. Пострадавших нет. Информация таможенного комитета. Подкарантинную продукцию задержали на таможенном посту Ингур. Саженцы туи, ели и калистемона в количестве 68 единиц обнаружили в результате досмотра автотранспортного средства, следовавшего из Грузии в Абхазию сотрудники Государственного таможенного комитета на таможенном посту Ингур. Табак из магазина беспошлинной торговли изъяли на посту ПСОУ. 2 апреля должностные лица таможенного поста ПСОУ в зоне таможенного контроля на пешеходном направлении «Импорт» была подвергнута досмотру ручная кладь гражданина Республики Абхазия. В результате обнаружена изъята табачная продукция, приобретенная в магазине беспошлинной торговли «Duty Free» в количестве 5600 штук, о наличии которой в установленной форме заявлено не было. Все материалы по данным административным правонарушениям переданы в отдел дознаний и таможенных расследований Государственного таможенного комитета.
В защиту братьев наших меньших 16 марта в Гагре в районе парка Принца Альденбургского неизвестный открыл стрельбу по домашним и бездомным собакам, которые были стерилизованы, привиты волонтерами и фондом Багира. Зоозащитники подали заявление в милицию по факту отстрела собак в Гагре и провели митинг, о котором подробнее расскажут наши коллеги с канала Гагра ТВ. 16 марта на территории старой части города Гагра неизвестные лица произвели отстрел бездомных собак, которые были привиты и стерилизованы силами волонтеров благотворительного фонда Багира. 7 раненых собак волонтерам удалось вывести в ветклинике России. Одну из них не удалось спасти. По случаю жестокого убийства животных зоозащитники страны и волонтеры фондов по защите животных Багира и Надежда выразили свое недовольство. По мнению многих, к такому вопиющему факту привело безответственное отношение хозяев животных, выброшенных на улицу. 16 марта где-то в 11 часов дня мне поступила информация о том, что здесь произошел отстрел собак. Отстрел собак биркованных в парке от района Абата до второй школы. Может быть, отстрел проходил на одной территории, но раненые собаки, они лежали по всей трассе вдоль дорог. Естественно, мы не могли на это не реагировать. Мы приехали сюда. На место были вызваны сразу правоохранительные органы, за что им огромное спасибо. Они пришли и в тот же день приняли заявление. Мы возмущены, конечно, этим фактом, потому что это немалый труд волонтеров. Дело в том, что в основном были отстреляны привитые и чипированные собаки. Наверное, в соцсетях все видели, в каком они состоянии были, как мы их забирали, и с номерным знаком на ушке. Вот это больше всего нас и возмутило. Бог нас всех создал такими, какие мы есть. Мы все здесь имеем право на жизнь, мы все что-то здесь проходим. Поэтому нельзя ли просто стерилизовать этих собак, и чтобы животные просто жили и отрабатывали что-то свое? Я не спорю с тем фактом, что у нас стоит острый вопрос и решение проблемы бездомных животных в Абхазии, которые в массовом эквиваленте во всех городах Абхазии. Но решать этот вопрос в автоматной очереди, вы знаете, это из ряда вон выходящих. И эту проблему нужно решать в социальном обществе. Именно там кроится эта проблема. То есть пока не завершится цикл, когда люди бросают своих питомцев посреди улицы, то этот вопрос не будет решен. У нас делится общество на 2 категории: граждане, которые любят животных, и граждане, которые просто относятся к животным как к бытовому мусору. Именно из-за такой категории у нас такая динамика во всех городах Абхазии. Но решать массовым расстрелом — это, вы знаете, как минимум акт вандализма, и как максимум это проявление бесчеловечности, бескультуры. И так решать эти вопросы ни в коем случае нельзя. Я бы хотела, если мы говорим о бездомных собаках, сказать о первопричине появления таких собак. На это никто не обращает внимания. Хозяева выпускают собак на самовыгул, бросают их на берегу. Вот у нас живой пример: собака по кличке Джессика. Рядом со мной стоит. Ее хозяин оставил на берегу еще в октябре месяц. Голодная, холодная, всю зиму. Родила щенков. Щенки погибли. Одного переехала машина, мы его вынуждены были усыпить. Я обращаюсь к нашим гражданам. Пожалуйста, вы все время говорите, собака должна рожать. Собака, грех стерилить собаку. А не грех выбрасывать и обрекать детей этой собаки, должна рожащей, на смерть, на голодную, мучительную, холодную смерть. Я бы хотела сказать о том, что происходит в Пицунде. Когда-то, несколько лет назад, у нас на уровне администрации всех городов Абхазии было принято решение о запрете отстрела собак уличных. Но, к сожалению, негласно все это продолжается. Я занимаюсь в Пицунде также стерилизацией уличных собак, пристройством их щенков, если они появляются, и так далее. На протяжении нескольких лет мы вдвоем с еще одной пожилой женщиной занимаемся этим. Но, к сожалению, собаки продолжают пропадать. К этому не причастна администрация Пицунды совершенно точно, но есть некоторые частные лица, которые считают возможным производить уничтожение этих собак. Причем я совершенно точно знаю, кто у нас в Пицунде это делает. Он сам мне звонил по другому вопросу, абсолютно не стесняется того, что он говорит, что да, я взял ружье и застрелил, потому что не хочу, чтобы они жили. Все это делается якобы для отдыхающих. А вы спросите любого отдыхающего,
он доволен или недоволен ситуацией с бездомными животными у нас. Наоборот, отдыхающие переживают, что у нас так много собак, и их тут все гоняют. Никто не боится, наоборот, все очень сочувствуют. И очень много собак у нас отдыхающие забирают, кстати. К сожалению, в Сухуми тоже происходят странные вещи, причем администрация города Сухум также не имеет к этому отношения. Происходят такие случаи, что стерилизованные привитые животные с бирками, с ошейниками просто пропадают. Мы обращались в администрацию. Администрация сама ищет этих людей, которые причастны к этому. Но, к сожалению, эта проблема не только в городе Сухум, как мы видим, и в Гагре тоже. Но мы отступать не собираемся. С 2018 года в парламенте лежит закон о защите животных, и сейчас мы будем снова направлять сюда обращение. И мы надеемся, что в ближайшую сессию депутаты вынесут его на рассмотрение, и мы будем биться до конца, пока этот закон не будет принят. Я хочу попросить всех граждан Абхазии перестать выбрасывать щенков, котят на мусорке, потому что по дороге в Сухум просто на каждой мусорке можно остановиться и увидеть там стаю этих несчастных животных. Избавившись, как вам кажется, от этой проблемы, вы создаете намного больше проблем тем, кто пытается как-то справиться с этой проблемой, помочь животным. То есть, выбросив их на мусорку, их меньше точно не станет. Нужно стерилизовать своих собак и кошек, чтобы они не плодились. Один раз, я считаю, можно потратить энную сумму денег на то, чтобы твоя собака или кошка больше не плодилась. И тогда вы поможете абсолютно всем, кто живет в Абхазии. Не будет такого беспредела, я считаю. Мы, как подрастающее поколение, пытаемся изменить нашу республику Абхазию в лучшую сторону, поскольку собак меньше не становится, мы боремся со всем этим. То есть мы призываем действительно людей к стерилизации животных, а также мы хотим, чтобы люди платили штрафы за выброшенное животное. И все. То есть мы призываем к штрафам. Мы очень просим, чтобы были внесены штрафы. Стерилизация животного, то есть собаки, стоит 5000. На сегодняшний день эта сумма неподъемная как для хозяйских, так и тем более для волонтеров. Мы волонтеры, которые стерилизуем за счет собственных средств, а также за счет средств, которые нам присылают неравнодушные люди, стерилизуем всех уличных собак, а какие-то люди просто берут их и расстреливают. Я хотела бы попросить, чтобы государство обратило внимание на государственные клиники, чтобы они по возможности обеспечили хотя бы какие-то лекарственные препараты, да, чтобы люди могли стерилизовать свое животное по какой-то льготной, доступной цене, ну, либо бесплатно, чтобы не было вот такого вот количества животных, которые потом нам, волонтерам, непосильно спасать. По данному факту районным управлением внутренних дел проводится доследственная проверка. 16 числа к нам обратилась Саида Отербам по факту того, что кто-то незаконно на территории Гагрского района отстреливал собак. По этому факту было принято заявление от гражданки Отербам. В данное время ведется доследственная проверка по выявлению лиц, совершивших данное деяние. Проверяются все видеокамеры на момент, которые работали. Также практически нами были все опрошены ближайшие и работники парка, и ближайшие жители, которые здесь проживают. То есть пока ведется проверка. Также любой гражданин, который имеет какую-либо информацию по данному происшествию, в любое время может обратиться к нам, в милицию, в управление внутренних дел. Также есть у нас телефон доверия, на который можно сообщить данную информацию. Культура. Праздничный концерт лауреатов международного конкурса вокалистов Алисы Гитсбе состоялся в Москве. Мероприятие прошло в Музее музыки, где в исполнении лауреатов и членов жюри конкурса прозвучали произведения на музыку Верди, Пуччини, Вагнера, Чайковского, Рахманинова и других. Видеоверсию концерта смотрите в нашем эфире после рубрики «Амшахтес». Гудаутский детский хореографический ансамбль народного танца «Ашара» стал обладателем 2 золотых медалей фестиваля танцев «Подкова счастья», который состоялся в последних числах марта в городе Нальчике.
Первые места маленькие танцоры получили за исполнение абхазского и адыгейского танцев. Вообще, ансамбль «Ашары» из Гудауты – постоянный участник российских фестивалей, а его танцоров, несмотря на столь юный возраст, уже хорошо знают в разных городах Российской Федерации. Нужно проводить, это больше нас соединяет. Детишки знакомятся, дружат. И пусть вот такие конкурсы проходят очень часто и у нас, и где бы это ни было, это нас соединяет, объединяет. Большое спасибо за то, что пригласили на это великолепное мероприятие. Для меня это очень важно, потому что мы только начинаем, только учимся, как говорится. И мне очень понравилось. В Нальчике мы бывали неоднократно, мы приезжали, и каждый раз на теплый прием, могу сказать, и детишкам нравится, и родителям. Спорт. Нестор Цужба стал серебряным призером турнира третьей категории российского теннисного тура первенства Брянской области по теннису среди спортсменов до 13 лет. Нестор тренируется в Академии Александра Островского под руководством Александра Мальцева. Является воспитанником директора Республиканской теннисной школы имени Арзамета Тарба, мастера спорта Абхазии по теннису Елизабета Акуция. Альберт Киракосян стал победителем, а Ярна Маргани – серебряным призером чемпионата Южного федерального округа по косике-карате. Тренирует спортсменов президент Федерации косике-карате Сирин Дюрю, заслуженный тренер Абхазии Демис Адлиба. Армен Минасян стал серебряным призером первенства Москвы по боксу среди юниоров 17-18 лет, сообщает пресс-служба Госкомспорта. Армен Минасян выступал в весовой категории 67 килограмм. Армен является воспитанником тренеров Ирисбара Джолого и Эдгара Крие. Сейчас спортсмен тренируется в спортивной школе Олимпийского резерва по боксу Московское городское физкультурно-спортивное объединение. Саир Кочарава стал победителем первенства Москвы по боксу, которое завершилось 1 апреля в Московском городском физкультурно-спортивном объединении Измайлова. Абхазский спортсмен провел 4 боя на первенстве среди юниоров 17-18 лет в весовой категории 63,5 килограмма и во всех одержал уверенные победы. Саир завоевал путевку на участие в первенстве России по боксу. Сарида Лаквитава стала победительницей первенства Краснодарского края по блицу среди девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие 342 спортсмена из 29 муниципальных образований Краснодарского края. По блицу Сарида заняла 1-е место, а по быстрым шахматам и по решению шахматной композиции – 2-е. Внимания, воды не будет. Водоканал столицы сообщает, что в связи с ремонтными работами водопроводных сетей по городу Сухому 4 апреля с 0 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды в районах города Сухум. Новый район, Старый поселок, улица Эшбы, вокзал, ВМ, Маяк, Нагорной, центральной части города, Рынок. В завершение выпуска прогноз погоды. Во вторник, 4 апреля, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, местами возможен туман. Атмосферное давление в норме будет понижаться. Температура воздуха ночью плюс 6-11, днем 20-25. Температура морской воды плюс 10. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.